Чем опасен коронавирус? Как самоизоляция может снизить скорость его распространения? Над чем сейчас работают новосибирские вирусологи? И когда может появиться вакцина, способная защитить человечество от нового вируса? Об этом мы спросим у заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, доктора биологических наук и профессора Сергея Нетесова. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день и вам. Почему нужно бояться нового коронавируса? В большинстве случаев болезнь проходит в легкой форме, как в принципе и обычный грипп. Чем он так опасен? Во-первых, я хотел бы сказать, что бояться вообще ничего не надо. Надо просто осознавать очень хорошо опасности того или иного явления и знать, как ему противостоять, как его предотвратить или как его избежать. А что касается нынешнего коронавируса, то, конечно, самым главным его качеством, которое его отличает и от вируса гриппа, и от многих других вирусов, это то, что коэффициент его распространения существенно больше. Он между 3 и 4. Что означает, что один человек в среднем передает эту инфекцию 3-4 людям. Именно поэтому она так распространяется и продолжает распространяться по миру благодаря такому своему качеству. Теперь, что касается его показателей смертности, то они в расчете на одного инфицированного, они, конечно, выше, чем для вируса гриппа, просто в десятки раз. Правда, страдают в основном люди пожилые, с хроническими заболеваниями, причем не одним, а с 2, с 3. И если мы сейчас посмотрим данные по России, то, к сожалению, в основном эти люди и становятся жертвами этого вируса. А насколько медицина, в том числе и российская, оказалась готова к подобному развитию событий? Во-первых, надо сказать, что нельзя быть готовым к тому, чего вы не знаете. Например, летит метеорит, понимаете, да? Его увидели за день до его попадания на Землю. Что вы можете сказать? Что вы успеете сделать за день? Вы даже не очень знаете, куда он попадет. С вирусами ситуация, конечно, не такая, но когда возникнет новый вирус, насколько он будет патогенным и как он будет распространяться, с какой скоростью, мы тоже не знаем. Но мы, на самом деле, можем подготовиться к нему по-другому. Мы должны изучать вирусы, которые есть в природе, которые есть у диких зверей, и сопоставлять их с теми вирусами, которые уже поражали человека и продолжают циркулировать. И тогда мы хотя бы будем иметь основания для быстрой разработки диагностических тестов, мы будем иметь хотя бы какие-то основы для того, чтобы разрабатывать противовирусные препараты и вакцины. На самом деле ведь к этому вирусу мы больше готовы, чем могло бы быть. Потому что за рубежом начали разрабатывать вакцины против верблюжьего вируса, который перескочил на людей. Это вирус ближневосточного респираторного синдрома. И американская фирма, например, Moderna, которая сейчас является лидером по разработке первой кандидатной вакцины против этого вируса, она начала с того, что несколько лет назад попробовала сделать вакцину для верблюдов против коронавируса. Потому что именно от верблюдов этот вирус распространяется на людей. Что касается диагностических тестов, то тоже человечество было больше готово, чем, например, 10-15 лет назад, потому что китайские ученые изучили во многом популяции коронавирусов у летучих мышей. И когда они выявили геномную последовательность человеческого коронавируса, этого возникшего, они его сразу же завели в базу данных, сравнили и нашли, что именно один из вирусов летучих мышей был более близок к этому вирусу. И тогда стало намного легче разрабатывать диагностику на него. А что касается лечебных препаратов, то, конечно же, у нас есть некоторый набор препаратов к другим вирусам, которые сейчас испытываются. Поэтому нельзя сказать, что человечество было совсем не готово. Но оно могло бы быть гораздо больше готово, чем это есть сейчас. Как вы считаете, насколько реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом может отличаться от официальной статистики? Это хороший вопрос, и им озадачились, конечно, очень во многих странах. И буквально несколько дней назад вышла статья о ситуации с коронавирусом в Западной Европе, в нескольких странах, в 11 странах. И там считается, что реально коронавирусом заражается в 10 раз больше людей, чем это выявляется.
И когда мы это предположение примем за действительное, то получается, что на самом деле в некоторых странах Европы уже от 10 до 15% людей были инфицированы, но не болели этим вирусом. Так что ситуация на самом деле несколько действительно другая, чем нам показывает официальная статистика, только потому, что мы не делаем тотального обследования всего населения. Сейчас предварительно положительные тесты отправляются на подтверждение в Новосибирский центр «Вектор». Расскажите, с чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что «Вектор» уже имел дело с разработкой диагностикумов в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии. Он довольно быстро этот диагностикум разработал, и он быстро разработал диагностикум и на этот вирус. Честно говоря, есть на самом деле не один уже диагностикум на него, а 2 или 3, которые позволяют подтверждать результаты диагностикума первой, что называется, версии или первого выпуска. Именно поэтому туда и отправляют. Но дело в том, что за последние 2 недели ситуация начала существенно меняться. И сейчас есть ряд коммерческих компаний, которые аккредитовали свои диагностикумы, получили на них регистрационные удостоверения и начали их выпуск. Так вот эти компании, судя по всему, через некоторое время начнут тоже верифицировать результаты, полученные друг другом, потому что сделают диагностикумы, например, на другие области генома. И тогда можно будет подтверждать не в одном векторе, а в нескольких организациях. А как вы считаете, эти тесты, которые будут проводиться в организациях, которые аккредитуются, они будут настолько же достоверны, как в «Векторе»? Все же у этого учреждения намного больше опыт. Ну, во-первых, опыт не намного больше. Он побольше, скажем так, на 2 месяца всего, да. А во-вторых, имейте в виду, что вот эти же компании, они не на ровном месте возникли, так сказать, из сараев и гаражей. Это компании, которые известны на российском рынке по 20 лет. Это компании, которые выпускали и выпускают диагностикумы, причем такого же типа ПЦР-диагностикумы на целый ряд других инфекций. И так что у них опыт промышленного выпуска, пожалуй, даже больше, чем у «Вектора». Просто им нужны были контрольные панели, контрольные материалы для оценки своих диагностикумов. Так вот, они сейчас есть. Так что я думаю, что это будет не менее надежно, чем то, что есть сейчас, но зато это будет гораздо ближе к потребителю, потому что реально-то результат диагностикума нужен в течение суток, потому что мы не можем человека держать в неопределенности 2-3 дня, пока это все подтвердится. По вашим оценкам, реально ли эти окончательные тесты в ближайшем будущем делать в регионах, желательно, конечно, в каждом регионе? Здесь давайте мы договоримся вот о чем. Одно дело производить наборы диагностические, а другое дело это уже проводить забор проб у людей и делать анализ. Я думаю, что во всех регионах, где есть представительства или офисы, или как их называть, заборные пункты целого ряда коммерческих компаний, типа КДЛ, Гемотест, Хеликс, Инвитро, там везде можно будет это делать очень оперативно. Сейчас во многих регионах, в том числе и у нас в Якутии, введены довольно жесткие меры по самоизоляции. Как вы считаете, насколько это поможет замедлить скорость распространения вируса? Эти меры уже принесли хорошие результаты в Китае, в Корее, в Японии, где фактически почти прекратилось распространение этого вируса. Но дело в том, что должна речь идти не только о самих мерах, которые изложены на бумаге, но и о том, как они выполняются населением. И вот это очень важная часть на самом деле. Потому что если мы меры введем на бумаге, а население будет продолжать общаться, будет продолжать ходить, встречаться и так далее, то эффекта, конечно, от них такого, какого ожидалось, не будет. Надо каждому просто осознать, что надо соблюдать эти меры. Не так давно была опубликована информация о том, что в «Векторе» уже начались испытания вакцины от коронавируса. Что вам об этом известно? Ну, здесь лучше обратиться, конечно, к руководству «Вектора». Мне здесь известно немного. Я просто знаю, что разрабатывается несколько вариантов этой вакцины, потому что вакцины для людей против коронавирусов еще никогда не делалось и не разрабатывалось. Поэтому здесь возможны пробы, ошибки. И надо сразу заложиться на разработку нескольких вариантов, а потом уже смотреть, какой из них эффективный. Насколько я знаю,
на безопасность эти вакцины сейчас уже испытываются, эти кандидатные вакцины. Когда начнутся испытания на добровольцах, но я думаю, что в течение 2 месяцев они точно начнутся. Было опубликовано и другое исследование, в частности, зарубежные ученые увидели некую связь между прививками БЦЖ и тяжестью течения болезни у пациентов коронавируса. Вы можете как-то это прокомментировать? Дело здесь в том, что эти публикации появились пока просто в общих СМИ. Пока научных публикаций по этой теме есть только фактически 1-2. И они связаны с ситуацией в Африке, где люди, вакцинировавшие африканцев против БЦЖ, наблюдали, что они меньше начинали болеть респираторными инфекциями. Но видите, какое дело? Здесь нужны абсолютно точные данные, потому что сначала появились публикации, например, что вот Россию потому не касается, что здесь вакцинировали всех БЦЖ, а в других странах нет. На самом деле это не так. Против БЦЖ вакцинировали практически поголовно и в Китайской Народной Республике, и в целом ряде западных стран. И поэтому на одном этом основании говорить, что вот это работает, это еще нельзя. Надо именно сейчас, во время вот этой эпидемии, смотреть, как ситуация развивается с теми, кто недавно вакцинирован БЦЖ, а с теми, кто вообще не вакцинирован или вакцинирован в далеком детстве. Еще один момент заключается в том, что на самом деле сама вакцина БЦЖ действительно стимулирует иммунитет, просто потому что в организм вводится инородное тело. И дело в том, что даже если вы вот занозу, например, себе посадите, вы увидите, что здесь тоже активируются клетки иммунной системы с тем, чтобы побороться с теми антигенами, которые вместе с занозой попали в рану. Так что здесь все решит грамотно поставленный эксперимент. Сотрудничают ли ученые разных стран друг с другом в борьбе с коронавирусом, или же каждый ищет свои способы? Вы знаете, на самом деле ученые всегда сотрудничать стараются, и в этом случае тоже такое сотрудничество есть. В частности, целый ряд стран сразу же опубликовал на соответствующих сайтах, например, подробный состав своих тест-систем для выявления коронавируса. Это сделали как минимум 5 стран, по крайней мере, я имею 5 таких протоколов. И это уже сотрудничество. Второй момент заключается в том, что страны обмениваются некоторыми типовыми штаммами, которые являются типовыми на их территории, с тем, чтобы совершенствовать диагностику на сам коронавирус. Ну и, наконец, целый ряд стран уже пообещал, что они, например, будут делиться информацией и о разработках вакцин против этого коронавируса. Так что взаимодействие идет, степень его зависит, конечно, и от личных отношений, и отношений между странами, но я уверен, что оно будет развиваться. Сергей Викторович, есть ли у вас прогноз, как дальше могут развиваться события в мире и, в частности, у нас в стране с коронавирусом? Вы знаете, прогнозы очень трудно сейчас строить, потому что, во-первых, меняется набор мер, которые вводятся в разных государствах. Кроме того, этот набор мер может совершенствоваться дополнительно, они могут продляться и так далее и тому подобное. Сейчас все меры, которые предприняты в большинстве стран, они таковы, чтобы как можно меньше сделать скорость распространения этой инфекции. Потому что сейчас уже в целом ряде стран Европы больницы не просто переполнены, а там просто уже некуда девать больных, которых надо интенсивно лечить. И вот эти пики надо смягчать. Именно на это направлены все карантинные меры. Дело в том, что самые действенные меры это 2. Это карантин и введение вакцинации. Вакцин у нас пока нет. Поэтому карантин остается той мерой, которая позволяет сгладить пики инфекции с тем, чтобы больше людей имели возможность пролечиться. И такие ситуации уже просчитаны эпидемиологами. Я вот читаю сейчас статью как раз. Там оценивают, как вот эти карантинные меры в разных странах Европы повлияют на распространение. И по предварительным расчетам видно, что несколько десятков, если не сотен тысяч человеческих жизней в результате карантина будет спасено. А кроме самоизоляции, какие-нибудь простые и доступные способы защиты от этой болезни вы могли бы посоветовать нашим телезрителям? Вы знаете, всем охота сделать так, чтобы меры были максимально щадящие и чтобы они минимально затрагивали нашу жизнь. Так не бывает. Понимаете? Дело в том, что вирус, например, сохраняется на стальных и пластиковых и стеклянных поверхностях до 48 часов. Это уже подтверждено экспериментами, опубликовано в статье.
В этих условиях понятно, что надо дезинфицировать все предметы, которыми пользуются многие люди. И очень хорошо, что наши магазины, многие, давно начали, например, делать двери раздвигающиеся, когда не надо трогать ручку дверей, да? Начали делать краны в туалетах, которые можно открыть просто буквально махнув рукой. Это все очень хорошо. Это меры, которые реально замедляют распространение вирусов. Но дело в том, что никто не отменял того факта, что если человек чихнул, то от него аэрозоль распространяется до 3 метров, если сильно чихнул, понимаете? И от этого надо как-то тоже защищаться. Маски – это хорошая вещь, но маска работает обычная, которая самая дешевая, она работает всего 2 часа. Стирать ее не имеет смысла, потому что вы сразу уничтожаете ее защитные свойства. Делать многоразовые маски означает тоже, что нельзя ими пользоваться прямо сутки напролет. Надо их дезактивировать и стирать. И сама процедура дезинфекции и стирки – это непростые процедуры. Надо делать это так, чтобы это было безопасно. Поэтому самое лучшее – это, конечно, социальное дистанцирование не менее 2 метров, а лучше до 3. Сергей Викторович, спасибо, что уделили нам время. Этот разговор, думаю, будет очень полезен нашим телезрителям. Ну, мне тоже кажется, что надо людей просвещать, а самое главное, чтобы у них возникло чувство гражданской ответственности за соблюдение тех мер, которые уже объявлены, и соблюдение правил, про которые написано в рекомендациях Минздрава, и которые вот я вам сказал. То есть после каждого касания ручек, предметов общего пользования, надо мыть руки. Чем быстрее, тем лучше. Либо иметь с собой набор дезинфицирующих салфеток и ими дезинфицировать руки. Я думаю, что это будет полезно вашим телезрителям. Я был в Якутске 2 раза и был еще на территориях. Мне очень нравится ваша республика, ваши люди. И я надеюсь, что все у них будет хорошо. Еще раз спасибо, Сергей Викторович. До свидания. О пандемии коронавируса, методах борьбы, ситуации по стране и в мире мы обсудили с заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергеем Нетесовым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.